Курила! Кончай скурить! Толя, я больше не могу. Молчи. Я видел сон. Мы убежим отсюда. Успокойся и потерпи. Эй ты, артист! А ну дуй за водой! Ну вы что, охерели, что ли? Что разделись? Шевелись, шевелись! Дальше заходи! Работай! Работать, работать! Старшина! За обедом ехали! Есть! Я давно жду этих лошадей. Мы убежим на них. Анатолий, я не смогу. Я никогда не ездил на лошади. Не бойся, все получится. Толя, это безумие. В этих местах не выжить зимой. Мы далеко не уйдем. Дмитрий, я здесь родился. У меня здесь везде родственники и друзья. Они нам помогут. Я буду с тобой. Моя скрипка. Я не могу идти без нее. Знаю. Я все сделаю. Да цыц ты, черт! Своих не узнаешь, что ли? Начальник.
А ты чего здесь делаешь, шабья морда? Извини, начальник. А ну, вали к себе обратно, в барак. Начальник, у меня к вам просьба. Чего? У меня к вам просьба. Какая еще просьба? Начальник, завтра 3 года, как я тут. 3 года в лагере. С юбилеем. Спасибо, начальник. Нельзя ли по этому поводу завтра сделать небольшой перерыв? У меня бутылочка водки. И я бы хотел ее выпить с вами. Ладно, подумаем. Лезь в свою будку. Начальник, тут такое дело. Мне бы хотелось, чтобы завтра Курилов играл на скрипке, а он не хочет. Как это не хочет? Не хочет. Говорит, что на морозе скрипка испортится. Ну, подтянись! А ну, живо, живо! Не растягивайся! Шире шаг! Шире шаг! Быстрее! Не растягивайся! Задний, подтянись! Подтянись! Второй участок, живо! По рабочим местам! Бери каждый свой участок! Живо, живо! Начальник, разрешите мне идти с ним. Быстрее сделаем. Валяй, обезьянья морда. Но чтоб через час был здесь, а то пошлю за вами эту псину. Спасибо, начальник. Быстрее начали! Перетельников, ко мне стоит! Толя, подожди! А что ты думал? Белка будет ждать медведя? Вот, они еще здесь. Конечно. Здесь растет трава чимай. Любимая еда лошадей. Что, испугался? Давай, обернись. Если хочешь далеко идти, повесь это на священное дерево. Почему? Стой здесь. Я пойду к ним.
сюда! Так что? Спокойно, спокойно. Не бойся. Вот твоя лошадь. Возьми немножко травы, дай ей. Да она тебя не укусит. Погладь ее. Сними варежки. Сунь руку под грибу. Ну как? Тепло? Быстрее! Быстрее, мужики! Давай, быстрее! Ну все, ребята, теперь они наши. А как? Olur! Gece! Gece! Bugünlük! Давай, давай, стреляй, черт возьми, стреляй! Мне надо было взять одну лошадь. Я взял две. Должен оплатить. Духи сердятся. Толя, ты о чем? Возьми мой мешок. Там продукты, а также амулеты. Положи их вокруг моего тела. Обещай мне. Сделаешь. Бери. Это связь с духами. Оставайся со мной. Моя душа отлетит, когда упадет дерево. Да ты что, Толя?
Я знаю, что говорю. Я шаман. Знаю могущество духов.
что, мой друг, тебе решать. Неплохо? Тебе не нравится? Мне вполне. Стой там. Подними руки вверх. Хорошо поел. Так это был твой заяц? Извини. Я заблудился. Умирал с голоду. Помоги мне. Я сейчас тебе помогу вернуться в лагерь, враг народа. Куда ты меня ведешь? Увидишь. Колхоз? А какое твое дело? Там знают, что ты занимаешься браконьерством. Ты якут? Если ты якут, то должен знать, что раз этого зайца нашел я, на то была причина. Может быть, духи хотели спасти мою жизнь. Кто тебе сказал? Мой друг, якут. Он был шаманом. Его звали Анатолий. Ты знал Анатолия Сергеевича? Мы были вместе в лагере. Он помог мне бежать. Он умер? Тело его умерло, а дух его свободен. Поезжай за мной, я помогу. Это и есть колхоз? Нет, колхоз отсюда 100 километрах на запад. Это пастбище, где находится в зависимости от времени года от 1 до 3 месяцев. А лошади у вас есть? Нет, раньше я был конюхом. Но правление колхоза решило отказаться от лошадей, а заняться оленями. Говорят, их рога очень дорого стоят за границей.
У вас замечательный чай. И никогда не пробовал оленевого молока. Оно очень питательное. Питательнее, чем кобылье молоко. И куда же ты идешь? И думаешь, далеко идти? Хочу вернуться к себе, в Москву. Москву. А чем ты занимался? Музыкой. Я скрипач. Кар, и ты скрипка Денаттона. Mana? Jag är ju bärade. Ищись. Куттаныма.
Oğam tuvalem bir bitata doğrun daydı tuvara tenge tiyerdi adiyenerine bin. Oğam tuvalem bir bitata doğrun daydı tuvara tiyerdi. Kaya tuddung do, tarbam kurdu tuddung di. Men oğlum men yakana tuvalı çugayatı bir yer bit. Barda bet. Men amiyat tağatım. Bılcanıl bıtıra. Kussığın yakal bıtım. Kuttanıma. Sılgıya yaksiten yaka kamela hüyağa. Mane tabatangas, ülüyen ölüyağın, mane ket. Mane behes bitin, bu da idugarayan nanti yerger kamela hüyağa. А как же вы? Menti yesir ber iti tuhata hoq. Alvakat amarak bolun Hiye daydum Alamay günüm sıradı Elindekitten eti günüm her gece Hırak Seretin aydarın
Отец! Не здешний. Я давно в пути. И давно не ел. Я голоден, товарищ. Так давай садись, ешь. Правда, мясо не совсем прожарилось. Чудная у тебя лошадь. Не с места. Подними руки вверх и повернись ко мне. Обыщи его. У него должно быть оружие. Ты! Подними руки, я сказал. Не с места! Я знаю, кто ты. Ты тот самый беглец с лошадью. Тебя вся милиция ищет. За тебя большое вознаграждение дадут. Я сейчас... Папа! 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 Отпусти его! Что ты? Испугался? Не бойся. Это я. У всего, что тебя окружает, есть душа. Ты должен учиться видеть и уважать ее. Ты должен сражаться, чтобы взять у земли пищу. Дух не будет бегать соской за тобою.
что же ты? Давай. Разрешите представиться. Капитан Николай Сергеевич Румянов. Казак на царской службе. А ну-ка, посторонись, мужик. Задание понял. Опа! Славная якутская лошадь. 7-8 лет. Глаз живой. Спина хорошая. Ноги крепкие. К службе пригодна. Только надо подковать, а то захромает. Без ног лошадь не лошадь. Да здравствует царь! Что, родной? Нужно рискнуть. Я у тебя в долгу. В одни сомнения, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины ты один мне надежда и опора, о великий, могучий, свободный русский язык. Иван Сергеевич Тургенев. Вот. Идут три грузина. Стоит баба. Один подходит, говорит, хочешь птичьего молока? Она говорит, хочу. Тогда отсоси у этих орлов. Еще один анекдот. Вот, слушай. Стоят два чурика. Один говорит, хочу обоссусь. Здравствуйте.
Здорово. Здорово. Здрасте. Привет. Здорово. Мне бы лошадь подковать. Давно тут не видали коньяк. Эй, бурят! Здесь для тебя работа! Так где твоя лошадь? Здесь, за дверью. Ну, идем, посмотрим. Анатолий. А что же лошадь? Якут. 7-8 лет. Угу. Хорошая лошадь. Куется спокойно? Не знаю. Думаю, что в первый раз. Это в самом деле лошадь? А я-то думал, медведь. Да это наездник-медведь. Таких спутать проще простого. Они оба же косматые. Слушай, ты откуда такую лошадь взял? Мы не видели здесь таких никогда. Говорят, по тайге ходит человек с волшебным конем. Это азиаты рассказывают. Только замечает, сразу оба исчезают. Да байки все это. Вроде бы тот мужик сбежал из лагеря. Райкомовские говорят, что в одиночку в тайге не выжить. А местные настаивают на своем. Ты куда идешь со своей клячей? Далеко? По этой дороге дойдешь до Байкала, а там увидишь. Спасибо. Давай, беги быстрее. Как тебя зовут? Давай, давай, езжай! Смотри, это он на лошади. Жми, давай, догоняй скорее.
Они думают, что я сумасшедший. Но ничего. Скоро я сделаю этот корабль и уйду в плавание. А потом... А потом они получат письма из Австралии с капитаном Куком, из Ливерпуля с адмиралом Нельсоном, из Парижа с капитаном Немо, Северного полюса с капитаном Крузенштерном. Ты что, мне не веришь? А у тебя какая мечта? Горячая ванна. Понял. У меня гитара есть. Расступите стены, их свободы не видать. И со злой фортуны перережьте горло мне, перережьте вены. Только не порвите серебряные струны. Перережьте горло мне, перережьте вены. Только не порвите серебряные струны. Я зароюсь в землю, сгину в одночасье. Кто бы заступился за мой возраст юный? Влезли ко мне в душу, рвут ее на части, только б не порвали серебряные струны.
Ей подгия, камел градос, ты смутила, и от любви скружилась голова. Сагдырьяван. Ты куда? Уже Кирельма. Чаялы. Diga a caça, as cachorras. Dá para dar.
Эй, что вы там рассказываете моей лошади? Мы не говорим, что у нас тоже есть лошади, но они такие красивые. В самом деле? У вас есть лошади? Да, у нас их 2. Как ее зовут? Ее? Угу. Ее зовут? Лошадь? Лошадь не имя. А где ваши родители? Там, дальше. Здравствуйте. Девочки мне сказали, что вы держите лошадей. И я хотел продать свое. Ей еще нет 8 лет. Спокойная. В отличной форме. Сколько ты за нее хочешь? Как сказать? Сколько? Не знаю. Сколько дашь? А зачем ты хочешь ее продать, если она в отличной форме? Я должен уехать. Далеко уехать. Дорогой, мы тоже далеко ездим, но никогда не избавляемся от своих лошадей. Я не хочу избавиться. Просто не могу оставить ее себе. Ты украл ее? Она моя. Моя и ничья больше. Хорошо, дам за нее 200. 300. 250, но вместе с седлом. Чайри, Джаян Лове, Гаджестер Граскиндем. Захочешь продать скрипку, заходи! Отсюда, ну куда ты, как ползучий лезет? Выбраться его! Смерти! Как от козла! Шкуры какие-то нацепил и ходит. Петька, побежали быстрее! Что-то стало холодать. Я 100 граммов. Да, рублишки. Да я тебе говорю, что такие сейчас. 2 года. Заложить? Нет.
Ты что, по тайге, что ли, гуляешь? Ой. Ей поменьше. Вот, мужики, анекдот. Звери спортсмены собрались, думают, надо похмелиться. А думают, кого послать? Кинули жребий, выпал на черепаху. Ну, она вышла за дверь. Час нету, два нету. Дверь открывает, она сидит на крыльце. Будешь пиздец, вообще не пойму. То 58 килограмм. Спасибо. Ни за что. $56. Скажите, когда идет поезд на Москву? Не знаю, наверное, завтра. А вы очень красивая. Вы приезжий? Не совсем. Но мне нужно место, чтобы переночевать. Не знаю, я постараюсь вам помочь. Добрый вечер, дорогие друзья. Мы очень рады приветствовать иркутян и гостей нашего города в ресторане. И желаю вам приятно провести этот вечер. Ну, дорогие, за нашу дружбу. Будьте счастливы. Мне хотелось бы за вас. Спасибо. Ты ее знаешь? Пожалуйста. Что ты хочешь? Правда смешно. Я хочу есть. Ну хорошо, я сама закажу. Выстрелила баба, звали ее Мурка, сильная и ловкая была. Даже злые урки, все боялись Мурки, воровскую жизнь она вела.
Даже злые урки, все боялись Мурки, воровскую жизнь она вела. Раз пошли на дело, выпить захотелось, и пошли в ближайший ресторан. Там она сидела с лягавой на пару, а в руках у ней блестел наган. Там она сидела с лягавой на пару, а в руках у ней блестел наган. Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая, здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зажухарила всю нашу Марию, а теперь за это получаешь. Ты зажухарила всю нашу Марию, а теперь за это получаешь. День и ночь роняет сердце ласку, день и ночь кружится голова, день и ночь взволнованною сказкой мне звучат твои слова. Только раз бывает в жизни встреча, только раз судьбою рвется лист, только раз холодный зимний вечер мне так хочется любить. Ты останешься?
Thank you.